Настоящий подарок преподнесли горожанам воркутинцы. Ансамбль коми-песни «Югедвоес» выступил для интинцев в Центре национальных культур с концертной программой. Воркутинские артисты собрали полный зал поклонников и ценителей коми-песни. Ансамбль коми-песни «Югедвоес» уже не первый раз выступает перед интинской публикой. Жители нашего округа любят его и всегда рады видеть. 5 лет назад творческий коллектив из Заполярья приезжал в Инту на юбилей Центра национальных культур. С тех пор ЦНК Инты и Воркуты поддерживают теплые и дружественные отношения, тесно сотрудничают и приезжают друг к другу в гости. Мы первый раз их пригласили в 2017 году на наш юбилейный концерт, который был посвящен 20-летию Центра национальных культур. И вот с тех пор мы уже 5 лет с ними плотно сотрудничаем. Они приезжали к нам на сельские самоцветы, на Терыбкер. Приезжали на 4 ноября, мы отмечали юбилейный концерт свой. В этом году они приехали со своим сольным концертом, чему мы очень рады. Мы их очень ждали, мы их очень любим. У нас есть творческие планы наперед с ними работать. Они хотят уже украинское общество привести, общество казаков тоже думают привести. Ну и надеемся, что мы их еще увидим 4 ноября на нашем 25-летии, ну и также на празднике оленеводов. Мы приехали сюда 3-й раз. Впервые мы были на 20-летии Центра национальных культур на юбилее. Потом мы приезжали еще весной на Терыбкер. И мы выступали и на фестивале сельских самоцветов ДК, и выступали мы на Оленьполе. И настолько нас захватила тогда вот эта атмосфера гастролей, потому что Инта самый ближний город к Воркуте, и можно за выходные быстренько съездить, выступить и вернуться на работу. В понедельник мы все завтра выйдем на работу. И особенно нам понравилось то, как нас интинцы встречали, потому что настолько тепло, как будто бы мы все родственники, и мы давно не виделись, незнакомые люди нас встречали с такой теплотой. Это вот сейчас у нас девочки есть, которые впервые приехали сюда, они говорят: слушайте, какая атмосфера. Мы говорим: а мы вам говорили, а мы вам вот понимаете, мы из-за этого хотим сюда, снова стремимся. Просто эти локдауны, пандемия долго не давала возможности выезда. Люди соскучились по общению, и мы рады наш отчетный концерт сегодня исполнить здесь.
Вот. Мы просто очень скучали, и мы хотели вот что-то выездное, наконец-то сняли запреты. Ансамбль «Юго-Двоес» является дипломантом многочисленных городских и республиканских конкурсов. Это первый и единственный взрослый вокальный самодеятельный коми-коллектив в Воркуте. В его состав входят воспитатели, учителя, музыкальные работники, сотрудники различных учреждений Заполярья. Те, кто являются искренним поклонником народной и современной коми-песни. При этом далеко не все исполнители – носители коми-языка. Большинство участниц ансамбля по национальности русские. Наш замечательный коллектив создан 12 лет назад. Вот, мы существуем уже 12 лет. Я стояла у истоков, в общем-то, пришла в первый же год создания. Вот, у нас разновозрастной, разнонациональный коллектив. У нас всего лишь несколько человек только коми-национальности, остальные девочки русские. Просто мы такой клуб по интересам. Очень нравятся песни коми народа, нравится наше многоголосие. И у нас замечательная теплая компания, за которую мы держимся, мы дружим. Помимо наших концертов, выступлений, мы просто еще все друзья. Когда с тобой мы жили не в России, то не для нас бы пели ковыли, и голуби бы писем не носили, и не для нашей повники цвели. Зачем опять я думаю о звездах, что спят, как гнезда в скошенных лугах, а камни, что стоит на перекрестках? Пойдешь налево, будешь в дураках. Такой красы, что сердце не пугает, нигде на свете не встречала я. Какая же ты все-таки другая, бесхитростная родина моя. Такой красы, что сердце не пугает, нигде на свете не встречала я. Какая же ты все-таки другая, бесхитростная родина моя. Распустится
Просится небо багряной зарею, и вечное солнце над миром зайдет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет. В ансамбле я с самых первых дней. Когда создавался этот ансамбль, возникла эта мысль, было такое большое неверие, потому что это Воркута, северный город, и 2 человека, знающих коми-язык. Но потом по садам, по школам прошлись мы, и взаимосвязь тесная школы, сада и Центра национальных культур. Мамочки приводили своих садиковских деток, видели, как мы поем, и просились. Вот, например, речка Ижма, из-за нее пришла Марина Евдокимовна, она говорит: я стою, я плачу, у меня слезы, я хочу к вам, я хочу петь. Поэтому вот это такие интересные моменты. И название, когда мы думали, название придумывала вся моя родня со всей республики. То одно, то другое. И я помню, как брат мне написал: Свет, говорит, ну в Воркуте у нас никогда темно не бывает. Давай назови «Светлые ночи», Юга-Двоес. Ну и как бы с этого момента оно осталось за нами. И репертуар мы берем. Сначала он был фольклорный, старый, знающий, ну как бы все люди его знают. Был у нас баянист, и мы пели только в 2 голоса. Людмила ее звали. И потом, возраст поющих разный, и все больше все-таки молодежь. Поэтому эти старые песни, они не ложились нам. Поэтому мы стали искать. Вот очень благодарна ансамблю «Июль», потому что они помогают нам. Мы брали у них песни, фонограммами помогают. Очень благодарна «Северной околице», потому что там у меня сестра пела с мужем, оттуда у меня связи идут. И вообще подбирается музыка, я подбираю песни под характер наших девчонок. А Александр Алексеевич, который будет радовать девчонок, всех зрителей на баяне, он под нас снижает или повышает тональность этой песни. Поэтому песни такие, у меня сестра говорит, которая тоже поет «Васьякы», она говорит: Свет, для вашей Воркуты текст не знаком людям, то есть текстом брать смысла нет, надо брать ногами, плечами, вот чтобы музыка такая была озорная. Поэтому вот как бы мы работаем в этом направлении, репертуар пополняется. Сколько лет живешь, ты моя печаль, красота моя, золотая шаль, жаль не ношена, позабытая, шаль роскошная, знаменитая. Сколько плеч вы согрели, сколько чувств берегли, шали рижских женщин, шали светлой большой любви. Ансамбль коми-песни «Юга-Двоес» был образован в сентябре 2009 года. Целью создания ансамбля является сохранение коми-национальной музыкальной культуры и популяризации песенного творчества среди жителей. С 2013 года руководит коллективом Анастасия Шагаева, концертмейстер Александр Кравчук. Виртуоз-баянист сразу покорил сердца интинских женщин.
За годы существования ансамбля все произведения исполнялись исключительно под живое музыкальное сопровождение – балалайку, домру, а также под музыкальную фонограмму, акапелла и, конечно же, баян. Создали его девочки, которые сами коми национальности. Вот. И Воркута у нас как бы в основном многонациональный город, но коми-носителей, носителей коми-языка и коми-национальности очень мало. По-моему, 4% всего вот таких людей. Поэтому хотелось в Центре национальных культур иметь еще какую-то вокальную группу, какой-то коллектив, который бы нес вот эту культуру в массы. Потому что многие вообще не знают, как звучит коми-песня. Она настолько богата красками, она настолько прекрасно воспевает свою родную землю. Мы просто влюблены все в коми-песни. Коми-песни все о любви к земле, о любви к людям, о любви к жизни больше всего. И когда мы сравниваем, есть такой, в любом языке, когда два языка работают, есть буквальный перевод, например, да, а есть художественный перевод, чтобы, нельзя сказать, например, Щелымшыр по коми – это середина моего сердца, оно как-то не звучит. А Щелымшыр, если мы не буквально переведем, это счастье мое, любимая моя, жизнь моя. То есть слово одно, а значение море. Поэтому все песни, да, когда говорим о том, что сравнивается, например, что после 16... У Ландыр есть такая песня, что после 16 лет тебя невозможно удержать во дворе. Ты, после 30 лет там уже жизнь наполовину, пройдена наполовину после 30. После 60 ты подходишь к молодежи, как на огонек идешь к молодежи, как бы хочется зарядиться ими. А после уже и тому подобное, ты уже вспоминаешь то, что было, ты еле идешь, ты шевелишься еле-еле, но жить так охота, что ты идешь и переставляешь свои ноги. То есть одна песня – это философия жизни вообще, и все песни такие очень глубокие. Вечер вожин, вечер вожин, олені нам у сади. Де ви гожим, слышишь ланди. Де ви гожим, слышишь ланди. Дом да міча, щелем кожний та шелем.
Настоящий мелодичный калейдоскоп. Участницы ансамбля покорили интинцев своими голосами и колоритным исполнением трогательных и веселых песен. Северные красавицы удивили зрителей своим задором, душевностью и обаянием. Радовали глаз элегантные народные костюмы. У нас в основном педагогический состав. Так получилось, что среди нас воспитатели детских садов, музыкальные руководители, учителя начальных классов, преподаватели горного колледжа, вот, значит, и дошкольное образование, и школьное, и начальная ступень среднего специального образования. Вот такой вот педсовет у нас получился, объединилось как-то так. Вот и все. У нас настоящий педсовет. Национальности, вот я же сказала, уже русские, и коми девочки есть. И возраст разный. Возраст нас совершенно никак не смущает, не останавливает, потому что мы учимся друг у друга, мы дружим. Проводили недавно мы в Белгород, уехала навсегда наша прекрасная Таисия Трофимовна, которая пела еще Вася Кыа. Вот. Так что у нас и звезды среди нас были. Марина Владимировна Евдокимова – учитель-дефектолог детского сада компенсирующего вида. По национальности русская. Коми языка не знает, но в коллективе ей очень комфортно. Говорит, коми песни любит всей душой и поет их с огромным удовольствием. Во-первых, это прекрасный тренажер для развития памяти. Это я вам как специалист говорю. Значит, запоминая тексты иностранные, получается, да, мы улучшаем свою память. Просто вызубрить наизусть. А если мы знаем перевод, уже много слов ведь накопилось в словаре за эти годы участия, то и понимаем, о чем поем. Но когда девчонки переводят, там и плачем мы, и смеемся, потому что тексты настолько замечательные и интересные, и шуточные, и плясовые. У нас же очень большой репертуар. Вот. О репертуаре, наверное, скажу, да. В репертуаре нашего ансамбля, вот, если полностью все охватить, наверное, порядка 50 песен, потому что туда входят и песни о родной земле, и шуточные, плясовые, и фольклор настоящий. Вот сегодня тоже 2 произведения прозвучат, которые прямо вот из народа. Есть военные песни, которые будут сейчас на 9 мая звучать, есть патриотические песни. То есть такой как бы состав, репертуар очень разноплановый, на любого зрителя рассчитан, вот, и достаточно большой. Язык знаю только я. Все девчонки русскоговорящие, но настолько четко поставлен звук, что никто не отличит, что языка никто не знает. Но песни, слова мы переводим, что означает. И очень нравится глубокий смысл каждой песни вот в исполняющих людях, которые слышат, о чем поют. Настолько красиво излагается любовь к республике, к земле коми, что за душу хватает именно поющих. А если поющих хватает, то зритель это чувствует по эмоциям. В концертную программу вошли как лирические, так и веселые песни. Большинство из них оказались знакомы интинским зрителям.
Интинский зритель очень добрый, очень теплый, и мы знаем, что здесь много коми-говорящих людей. Поэтому они нас поймут. Вот здесь весь кайф того, что в Воркуте по плечам, по ноге, по такту, а тут по тексту поймут. Репертуар большой, и мы, конечно, привезли сюда больше песен на коми-языке, чем на русском, потому что мы знаем, что в Инте очень много жителей коми-национальности, и они поймут уже точно, о чем мы поем. Мы надеемся, что произношение нас не подведет сегодня. Вот. А о переводе песни, вот очень сегодня прозвучит акапельная песня «Сестем Йоль» «Прозрачный ручей». Она о том, как девушка приходила рано утром к ручью и спрашивала о том: «Скажи мне, чистая вода, а буду ли я счастлива, встречу ли я своего суженого, или судьба моя будет похожа на многих женщин, которые, к сожалению, не удалось так прожить в любви». И вот она спрашивает: скажи мне, ручей, там такая музыка, такой прямо надрыв души. Потом пауза, но молча и холодно течет ручей. Короче, мы ревы все, мы очень сентиментальны. Женская судьба никому не ведана, загадка. И вот это обращение к духу воды, к духу природы, да, вопрос, наверное, каждую девушку он когда-то волновал. Все пропускаем через себя, плачем. Но сегодня постараемся не реветь, а петь и улыбаться. Зрительским аплодисментам не было конца. Все песни в исполнении ансамбля «Югы-Двоес» произвели неизгладимое впечатление на интинскую публику. Некоторые женщины с трудом могли усидеть на месте, чтобы не пуститься в пляс. Услышав знакомые мелодии, интинцы не стеснялись подпевать артистам. Не могу открыться, слов я не найду. Не могу открыться, слов я не найду. Он живет, не знает ничего о том, что одна девчина думает о нем.
Концертная программа прошла на одном дыхании и стала настоящим праздником как для зрителей, так и для самого творческого коллектива. Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш теплый прием, за гостеприимство. Желаем вашему центру, желаем и вам, и вашему центру процветания, успехов, творческих побед и всего самого наилучшего. Спасибо вам огромное за этот теплый прием, за невероятную зрительскую поддержку. Это просто бесподобно. Вы просто самые умнички, шикарнейшие. Вы пели все песни, которые знакомы всем уже из года в год. Да, все мы поем. Спасибо вам огромное. У нас в коллективе не все владеют коми-языком. Остались исключительные единицы, которые могут на нем общаться, знают и понимают, а мы все остальные просто любим за его, вот именно коми-язык, за то, какой он певучий, какой он просто невероятный, бесподобный вообще язык, исполнение всех песен, которые просто сочиняются всеми возможными коллективами в нашей республике, это просто что-то невероятное. Спасибо вам огромное, это наш скромный подарок. Выступление получилось очень ярким. Интинцы встречали и провожали воркутинских артистов бурными аплодисментами. Зрители переполняли эмоции. Очень понравилось, очень. Знаете, тем более я хожу, русская наша душа. Все, даже вот эти сейчас все песни были наши тоже. Мы с удовольствием подпевали, но они отлично, просто, знаете, отлично выступили. Улыбка просто не сходила весь концерт. Знаете, так хотелось, и действительно, когда играл вот баянист, хотелось так выйти еще и танцевать, правда? Очень хотелось. Я много лет здесь выступала. И сейчас плачу, смотрю и плачу, что не выступаю. Да, а я же еще первая, как в Руси у нас, я первая начинала Русь. И, конечно, это уже столько передо мной прошло. И, конечно, очень мы рады, что приехал именно такой ансамбль, который просто, знаете, от души мы пели. Супер! В кремлевской сцене надо выступать. Да, у Малахова всех переплюнуть. Вот на Малахову идти на передачу. Они лучшие из лучших. Да, и надо действительно вот наших интинцев все-таки посылайте в Воркуту. Мы же тоже можем прославиться, правда ведь? Надо Малахову обязательно написать, чтобы он нас пригласил нас. Здорово. Просто отличное настроение после таких концертов. Отлично. Мы пришли сюда посмотреть первый раз, конечно. Мы сами участвуем в «Русской душе», поем в ансамбле «Русская душа». И пришли на концерт, но мы восторг у нас просто, понимаете, вот я не знаю, какие слова подобрать к этому ансамблю. Просто девчонки все молодцы, такие голосистые. У нас прямо вот, я не знаю, такие бурные аплодисменты. Вот мы им хлопали с большой радостью, подпевали им песни. И вы знаете, очень в душе осталась теплота от такого концерта. Прям за душу берет, очень здорово. Пусть они к нам, конечно, приезжают почаще. Но и мы тоже смотрели и что-то чему-то учились. Конечно, тоже для нашей русской души что-то возьмем у них, какие-то, может быть, движения. Ну, очень понравилось. Пусть к нам приезжают почаще. Эмоции перехлестывают вообще все внутри. Ну, вывернули, конечно, душу. Молодцы. Даже несмотря на то, что они пели на коми-языке, для нас коми-язык, наверное, уже настолько родной стал, что вот эта вот мелодичность, а их голоса шикарные, просто шикарные голоса, это просто что-то. Для меня это бальзам на уши. Мне было приятно очень. Я их слушала 5 лет назад. И с удовольствием прям вот ждала их, что они вот приедут, они покажут новый класс нам, потому что мы тоже поем, и, соответственно, это просто необходимо для повышения, скажем так, своей квалификации. И мы довольны остались. Я вообще в восторге от них. Интинцы поблагодарили участников ансамбля за неповторимую, праздничную, теплую, душевную атмосферу и попросили приезжать в гости почаще. Особенно ансамбль будут ждать на День народного единства.